Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8:35 и в 13:10. А также на 105,9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать. Крымско-татарского активиста, жителя Новоалексеевки Херсонской области Эдема Бекирова задержали и арестовали на 2 месяца. Эту информацию подтверждают и общественники, и адвокаты. Каковы обстоятельства случившегося? В чем обвиняют Эдема Бекирова? И как обезопасить себя при пересечении административной границы полуострова с материком? Все это мы обсудим в ближайшие 25 минут. В студии для вас работает Сергей Громенко. Здравствуйте. Прямой эфир. Продолжаем эфир самого крымского в мире радио «Крым Реалии». Слушайте нас на средних волнах АМ на частоте 549 кГц в 8:35 и 13:10 по крымскому времени или на час раньше по Киеву, ну а на 105,9 FM круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 810 06 926, жители материковой Украины 044 490 31 18. Поехали! Тема дня. Вначале напомню короткую хронологию событий. Итак, 12 декабря крымско-татарский активист Эдем Бекиров, пересекая границу материковой Украины и Крыма на пункте пропуска Чонгар, был задержан с российскими силовиками. Его привезли в здание ФСБ России в Симферополе, где в присутствии назначенного ему российскими силовиками адвоката выдвинули обвинение. Эдему Бекирову дали возможность сообщить своей жене по телефону о месте своего пребывания. Во время заседания подконтрольного Кремлю Киевского районного суда Симферополя на следующий день, 13 декабря, Бекирову стало плохо, ему вызвали скорую помощь. По словам адвоката, Бекиров инвалид первой группы, у него сахарный диабет, недавно он перенес инфаркт и операцию на сердце. Ему вменяют распространение и транспортировку более 10 килограммов тротила и 190 боевых патронов. Об этом сообщает его юрист Лилия Гимиджи. В конечном итоге, после заседания, он был арестован на 2 месяца, которые проведет в СИЗО. С нами на связи Ислам Вилялиев, адвокат Эдема Бекирова. Ислам, здравствуйте. Да, здравствуйте. Только Вилялиев, не Вилялиев, Вилялиев. Вилялиев. Прошу прощения. Теперь, если можно, в 2 словах о том, как происходило судебное заседание. Была ли допущена возможность обстоятельной защиты, скажем, там, с вашей стороны? Прислушался ли суд, принял ли ко вниманию доводы относительно того, что Бекиров является инвалидом и ему необходим, перенес недавно операцию, ему необходим медицинский уход, или вы подозреваете, что решение суда было написано еще до начала заседания? Нет, я ничего не подозреваю. Суд дал возможность нам все документы, которые нам привезли родственники, мы все передали. Медицинские документы. Потом у нас были родственники, изъявившие желание, что наш Бекиров Эдем мог находиться под домашним арестом. В частности, это его троюродный брат Асанов Рузет. Он привез все документы, подтверждающие наличие у него домовладения в поселке Жая Белогорского района. Мы все пакет приготовили, предъявили. Также при нем было удостоверение, что он является инвалидом первой группы. Также суд у нас это все принял. Вот. Доводы мы все свои, скажем, высказались о том, что инвалид, о том, что сложности будут в случае, если изберут ему меру пресечения в виде заключения под стражей, состояние здоровья будет ухудшаться. Вот. Все, что необходимо было с нашей стороны, со стороны защиты, мы все это, скажем так, говорили. Единственное, что нас не услышали. Вот. Скажите, пожалуйста, в средствах массовой информации распространено заявление, свидетельство очевидцев о том, что Бекирову не дали возможность взять с собой лекарства при задержании в ФСБ. Это правда? И дали ли ему потом возможность доступа к лекарствам? Или так он и остается в СИЗО без них? Нет, лекарства ему, да, когда его задержали, как мне стало известно от супруги Бекирова, значит, его рюкзак с лекарствами вернулся в Новоалексеевку.
То есть, когда его задерживали, у него был при себе рюкзак, в котором находились лекарства. И таксист, на котором он выезжал, значит, он его, значит, вернул домой. На следующее утро лекарства его прибыли сюда, в Крым, и сотрудники там Федеральной службы безопасности, родственники отвезли, передали ему хотя бы минимум необходимых на 2-3 дня, там, скажем так, лекарств ему было передано. Самые необходимые это лекарства, это у него от сахарного диабета. Он обязательно должен принимать каждый день лекарства эти. Скажите, ему передали. Скажите, пожалуйста, будете ли вы, есть ли у вас возможность обжаловать решение об аресте на 2 месяца до февраля 2019 года задержания Бекирова, или решение суда уже невозможно отменить? Нет, по закону, естественно, мы обязательно будем обжаловать. У нас срок, получается, 3 суток. Сегодня уже будет подготовлена апелляционная жалоба мной и моим коллегам Лагиным Алексеем. Мы обязательно ее подадим. Более того, готовим сейчас еще несколько моментов. Хотим подготовить жалобу в Европейский суд по 39-й о неотложных мерах. Все этим занимаемся, будем обязательно делать. Что ж, большое вам спасибо за ваш комментарий. Это был Ислям Велиляев, адвокат Эдема Бекирова. О том, как происходило задержание, есть комментарий Элеоноры Бекировой, дочери задержанного активиста. Давайте ее послушаем. Крым в центре внимания. 12 декабря приблизительно с 8 до 9 утра папа пересекал границу на пропускном пункте Чонгар. При проверке документов его задержали. Ближе к обеду нам уже сообщили очевидцы, что 3 человек в масках посадили его в белый бус и увезли в неизвестном направлении. Мой отец болеет уже 18 лет. Он инвалид 1 группы. У него ампутирована нога. Год назад он перенес сложнейшую операцию на сердце. У него 4 шунта в сердце. Ему необходимо принимать 16 таблеток в сутки. Сейчас у него этой возможности нет. Также ему обязательно нужен медицинский уход. На следующей неделе он должен был лечь в больницу на лечение. Но перед этим он хотел навестить маму, которая живет в городе Симферополе, ей 78 лет. Ближе к 10 часам вечера нам стало известно, что папу привезли в здание ФСБ города Симферополя. Через адвоката он связался с мамой, сказал только 2 слова, что попросил лекарства. Он еле разговаривал. Мы очень переживаем, что о его состоянии здоровья. Крым в центре внимания. Это была Элеонора Бекирова, дочь задержанного крымско-татарского активиста. А с нами на связи Гульнара Бекирова, его жена. Гульнара, здравствуйте. Доброго дня. Доброго. Этот комментарий был датирован вчерашним днем вашей дочери. Мы знаем, что ФСБ России разрешила совершить звонок Эдему, и он позвонил вам. После того, после его задержания, после суда, удавалось ли вам поговорить с вашим мужем по телефону? Нет. Не було такої можливості. Хорошо. Если в 2 словах, если вы можете это сказать, если это не является там секретной информацией, собираетесь ли вы сами приехать на территорию Крыма для того, чтобы, может быть, попробовать увидеться с мужем, принять участие в заседании суда? Ви знаєте, я з 15-го року не була в Криму, тому я не думаю, що буду їхати до Криму. Как вы думаете, можете ли вы предположить, с чем связано такое внимание ФСБ России к вашему мужу, тем более, что вменить инвалиду 1 группы 10 килограммов тротила – это нечто, не укладывающееся в обычную логику? Так. Ви знаєте, це зовсім неможливо. Це, я не знаю, у мене навіть в голові це не укладається, як це таке можна було сфабрикувати. Ви знаєте, це, на мою думку, це тиск на нього, тому що він, по-перше, кримський татарин, він сам займає, як людина, сам займає активну громадянську позицію. Він має право бути в Криму, це його батьківщина, там його витоки. Ви знаєте, його родина приїхала 50 років тому, в 68-му році, коли перші
кримські татари поверталися до Криму. Коли був таке постановлення, що кримські татари мають право жити в будь-якій частині СССР, а для кримських татар це батьківщина Криму, і вони поїхали. Це 50 років тому, йому було 6 років, коли приїхала його сім'я. Ну, не знаю. У мене нема слів. Я сьогодні і вчора я не мала можливості навіть закрити очі. До мене це не вкладається. Людина, яка прожила, пропрацювала, яка не має ні жодного за свої такі існування робочі 37 років, що не було ніяких до держави покарань, нічого до нього від держави. І все таке, я не знаю, у мене не вкладається. Ви знаєте, я чекала 6 годин, коли він був на межі російській. Я знала, що його відпустять, і до нього не буде питань. Це механізм, це чоловіків, я думала, вони попитають, там якісь питання будуть. Но я 100% чомусь думала, що вони його повернуть. Потім очевидці, які бачили, казали, що його Білу Газель посадили і поїхали невідомо куди. Тоді я теж чекала, що хай час, 1-2 години і він повернеться. А вже потім пройшло 6, 8, 9 годин, і тоді вже я розуміла, що це, зрозуміла, що це, мабуть, ця машина працює і його вже не повернуть. Тому я вже телефонувала, вже не знала кому телефонувати і телефонувала, але Богу, слава тобі Господи, що є такі у нас адвокати, які підтримали і один, і другий, і вони, це вже ночі, вже було і 11 ночі, і 12 ночі, вони вже працювали. От всі, які були у нас, ці документи підтверджуючі, це ж не я написала, це писали лікарі, які, він хворий 18 років. Це ж не моєю рукою написано, це були і харківські, і Симферопольські, і ми в Києві лежали, ми де тільки не лежали, тому що він хвора людина, у нього є сила Бога, він крепкий, і вчора я дивлюсь, він ще улыбається. Тобто він хоче показати, що держитесь, все буде добре, тримайтесь, люди, тримайтесь всі, хто є, тримайтесь, буде все добре. Вот это так, на мою думку. Что ж, большое вам спасибо за ваш комментарий. Это была Гульнара Бекирова, жена задержанного ФСБ крымско-татарского активиста Эдема Бекирова. Это радио Крым Реалии. Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 810 06 926, если вы на полуострове, и 044 490 31 18, если вы на материке. А мы продолжим буквально через несколько секунд. Вечер. Лучшее время, чтобы узнать главные события дня. С понедельника по пятницу в 19:30. Крымский вечер на радио Крым Реалии. Возвращаемся в студию Крым Реалии. С нами на связи Гаяна Юксель, член Меджлиса крымско-татарского народа. Гаяна, здравствуйте. Доброе утро. Итак, об обстоятельствах дела мы уже поговорили. Мой вопрос к вам. Можете ли вы предположить, зачем в целом нужно ФСБ вот именно сейчас устраивать такую, скажем, мягко шитую белыми нитками провокацию, связанную с тем, что инвалиду первой группы предъявляют перевозку 10 килограммов тротила и там больше 100 боевых патронов. И конкретно почему именно Эдем Бекиров? Попадал ли он раньше в поле деятельности, в поле зрения ФСБ? Но вы знаете, если рассматривать ситуацию в контексте последних событий, которые произошли и которые, скажем так, вывели снова Крым на повестку дня, то можно говорить о том, что сейчас они будут искать самые разные поводы, чтобы еще раз создать видимую угрозу и говорить о том, что возможно нападение, провокации со стороны Украины, и в этом случае задействовать крымских татар, которых они и так в течение 5 лет пытаются представить как экстремистов, исламских террористов и так далее, и так далее. Эдем Ага в Крым ездил.
Вот. Насколько я знаю, это не первая его поездка, и там у него семья, и там действительно родные и близкие люди, и он имеет право туда ездить. Другое дело, что именно сейчас ему вменили вот это абсурдное обвинение, которое просто не поддается никакому объяснению, никакой логике. Я семью Эдема Ага и самого его лично, его супругу Гульнару Бекирову и детей очень хорошо знаю, мы общаемся. Когда 5 лет назад, 4 года назад, нет, уже 5 лет назад внесли запрет на въезд моему мужу, их семья очень сильно меня поддерживала, потому что я ездила из Киева в Крым и обратно. И каждый раз, практически каждый раз, когда я проезжала через Чонгар, я встречалась с ними и чувствовала и поддержку, и внимание, и заботу. И вот сейчас, когда такая информация об Эдем Ага, она просто не укладывается в голове, она просто смешная, и понятно, что никто этому не верит. Но российские оккупанты, они не действуют согласно законам логики или какого-то более-менее здравого объяснения. Им нужен повод, и в данном случае повод найден. Просто 10 килограмм тротила, какое-то там количество патронов, просто необъяснимо. Я знаю, как Эдем Ага передвигается, он инвалид, у него нет ноги, как он просто вот передвигается, как он ездит по городу, это же не так просто, как для здорового человека. А здесь, получается, согласно их объяснениям, он берет вот это количество груза, едет через границу, едет в Крым, причем в ближайшее время у него намечается обследование по сердцу, потому что год назад он перенес серьезнейшую операцию. Мы сами были свидетелями, как это все происходило, поддерживали Гульнару Ханум, и вот сейчас ему это вменяют, но это просто абсурд. Просто абсурд российских оккупантов, которые по видимым и невидимым причинам хотят создать вот эту вот атмосферу угрозы. И в данном случае хватают всех, кто более-менее, по их мнению, подходит под эту легенду. Что ж, большое вам спасибо за ваш комментарий. Напомню нашим слушателям, что это была Гаяна Юксель, член Меджлиса крымско-татарского народа. Министерство иностранных дел Украины выразило свой протест. Процитирую сообщение с офіційного сайта. Міністерство закордонних справ висловлює рішучий протест у зв'язку з незаконним рішенням Російського окупаційного суду у Сімферополі щодо арешту громадянина України Едема Бекірова на 1 місяць та 30 днів. Едем Бекіров, кримсько-татарський активіст, був незаконно затриманий 12 грудня 2018 року при в'їзді на територію тимчасово окупованого Криму, куди він прямував для відвідин матері та сім'ї. Окупаційна влада Криму сфабрикувала чергове звинувачення за статтею 222 частина 2 та 222 частина 1 зберігання і передача вибухових речовин і боєприпасів Кримінального кодексу Росії. Велике занепокоєння викликає той факт, що Едем Бекіров, який більше 18 років є інвалідом першої групи і має ряд супутніх проблем зі здоров'ям, через які він вимушений щоденно приймати ліки за 2 доби від затримання до розгляду сфабрикованої справи у суді, не отримав ані належної медичної допомоги, ані їжі чи навіть води. Ненадання медичної допомоги є порушенням прав людини, а арешт на 2 місяці є прямою загрозою його життю. Сприймаємо цей арешт як продовження тиску на кримсько-татарське населення Криму, а також як черговий виклик міжнародній спільноті. Вимагаємо від держави-агресора Російської Федерації надати термінову медичну допомогу Енверу Бекірову, негайно припинити переслідування активістів і правозахисників на тимчасово окупованих територіях України, звільнити всіх незаконно утримуваних громадян України та відновити діяльність Меджлісу кримсько-татарського народу. Закликаємо міжнародну спільноту посилити політико-дипломатичний та санкційний тиск на країну-агресора до повної деокупації Криму та звільнення усіх незаконно утриманих Росією українців. С нами на связи, к сожалению, с нами на связи пока еще нет Тамилы Ташевой, координатора Крымсос, но мы будем пытаться связаться с ней. Пока же вы можете зайти на сайт Крым Реалии, читать наши материалы, смотреть прямые трансляции эфиров, а мы вернемся в эфир буквально через несколько секунд. Ищите сайт Крым Реалии в интернете, наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте, наши видео и фильмы на YouTube-канале Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Возвращаемся в студию самого крымского в мире радио «Крым Реалии». Напомню, что мы говорим о задержании крымско-татарского активиста Энвера Бекирова, осужденного российским судом, пока еще только арестованного на 2 месяца. Мне говорят, что у нас есть слушатель на связи. Давайте выведем его в эфир. Добрый день, говорите, пожалуйста. Добрый вечер, это Александр из Москвы. У меня такие вопросы. Первый вопрос, насколько удается объединяться татарскому народу вообще вот в этих во всех делах. Второе, как удается вообще до крымского населения доносить свои вы, если замечаете. К сожалению, связь с нашим слушателем Александром прервалась, но с нами на связи есть Тамила Ташева, координатор общественной инициативы «Крымсос». Тамила, здравствуйте. Доброе утро. Вот сначала общий такой вопрос, я уже задавал его Гаяне Юксель, теперь и ваша очередь. Как вы думаете, зачем Россия пошла на такое странное дело предъявлять инвалиду первой группы обвинение в перевозке 10 килограммов тротила? Может, это вот какая-то такая специальная логика доведения до абсурда, или это может быть эксцесс исполнителя, который просто не подумал, как это будет выглядеть, потому что все равно суд вынесет такое решение, которое ему укажут ФСБ? На самом деле пока очень сложно оценивать, однако мы видим попытки дискредитации меджлиса крымско-татарского народа, который идет последние несколько лет, и это мы видели летом очень четко этого года, когда Ахтема Мустафаева пытались обвинить в диверсионной деятельности, когда, вы помните, водителя Сафинар Джемилевой вывезли тоже сотрудники ФСБ, он потом поспешно вынужден был выехать из Крыма. До этого нашлась якобы диверсионная группа во главе с Александром не запамятовала имя, простите, с одним из украинцев, которого обвинили в диверсионной также деятельности, потом осудили на некоторое время. Поэтому сложно говорить, но мне кажется, это связано все-таки с тем, что Эдем Ага является мужем Гульнары Бекировой, члена Меджлиса, и, скорее всего, это попытки дискредитации очередной меджлиса крымских татар. Мы уже прочитали в эфире заявление официальное Министерства иностранных дел Украины. По вашему мнению, что можно и нужно делать Украине и украинским гражданам для того, чтобы привлечь внимание к этой ситуации? И планируется ли какая-нибудь акция в поддержку Эдема Бекирова? С вашей стороны, со стороны общественников или со стороны крымско-татарского народа в лице Меджлиса? На самом деле, как акции, так и работа с международными организациями, с украинским обществом очень важна для того, чтобы привлекать максимальное внимание. Мы понимаем, что, к сожалению, акции в Украине они имеют меньше влияния, да, не только для того, чтобы работать с украинским обществом. Мы сейчас готовим ряд заявлений в международные организации для того, чтобы обратить внимание на те факты злоупотреблений, которые мы видим на протяжении последних 5 лет, но в данном конкретном случае здесь явно видно неправомерное применение этого российского законодательства при задержании Эдема Ага. Конечно же, можно было к нему применять, по крайней мере, немного иные формы, хотя бы отправить его под так называемый домашний арест. То есть можно было несколько иные формы придумать, но почему-то так называемый судья выносит все-таки такое жесткое решение. И вот тут слушатель Александр, связь с которым прервалась, успел поставить один вопрос. Способствует ли вот такое вот давление сплочению крымско-татарского народа или все-таки скорее разъединяет?
Я считаю, что однозначно это сплочение народа, и последние 5 лет мы, наоборот, видим консолидацию крымских татар и вокруг представительских органов, и вокруг тех проблем, которые сейчас есть в Крыму. Мы видим, как крымские татары массово помогают друг другу, собирают средства на оплаты штрафов, постоянно собираются под судами либо домами, где проходят обыски. Если посмотреть вчерашние события, как проходил так называемый суд, сюда пришли десятки небезразличных людей, они дежурили под зданием суда, и поэтому однозначно можно говорить о сплочении крымских татар. Хорошо. И последний вопрос. Есть ли у вас на сегодняшний день, вот уже в связи с делом Эдема Бекирова и предыдущим задержанием на 5 суток Эмиля Курбединова, новая статистика за 2018 год о количестве насильственных похищений, задержаний, вынесения суда в преддверии, скажем так, голосования там в ООН по статусу Крыма и прав человека в нем? Или пока вы еще статистику не обновляли и новые цифры не можете назвать? Пока мы не обновляли статистику, однозначно следует говорить о фактах увеличения нарушений прав человека, к примеру, с использованием административного законодательства, то есть уголовных дел не появилось, к примеру, больше, но появилось больше фактов задержания неправомерного, пыток и административных задержаний. Поэтому к концу года, конечно же, мы обновим полностью все данные. Однако мы видим, что в том числе с изменением руководства ФСБ в Крыму немного стали изменяться подходы, да, и если вспоминать вашу коллегу-журналистку Алену Савчук, которую не пустили на 10 лет в Крым, то есть эти события, связанные с запретом въезда журналистов. То есть ситуация, я вижу, что ухудшается. Большое спасибо Тамиле Ташевой, координатору Крымсос. Это был Сергей Громенко в студии радио Крым Реалии. Ни в коем случае не переключайтесь. Скоро услышимся. Новости в эфире радио Крым Реалии.